тобой обоим беда грозит за бедою, но дружбу мою с тобою одна только смерть возьмет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет меня, мое сердце, тревожную даль зовет. Пока я ходить умею, пока глядеть я умею, пока я дышать умею, я буду идти вперед. И снег, и ветер, и звезд ночной полет меня манят. Есть небольшой наслег Меңүрен, где жил род славных Кычкиных. Сегодня внуки и правнуки этого большого рода своим созидательным трудом, жизнелюбием творят новь земли родной. 50-е, 60-е годы стали годами становления самосознания народа, восстановления послевоенной разрухи, вдохновенного трудового энтузиазма и общественной активности, подъема патриотизма, искренней тяги молодежи к занятиям физической культурой и спортом, к высотам культуры, литературы, искусства и науки. По решению Совета старейшин, теперь каждые 4-5 лет род Кычкиных отмечает праздник единения, праздник Ысых, праздник встречи солнца. Так было и на этот раз. Съехались Кычкины не только со всех концов Улуса, но и со всех концов республики. Это поистине счастливые моменты жизни, когда отдых сочетается с серьезными раздумьями о жизни, о людях, о будущем. 100 лет назад, по признанию Платона Аюнского, вся Якутия выросла в дымной юрте. Эпоха востребовала лидера, и им стал Игорь Дмитриевич Кычкин. Его родители, отец Дмитрий Данилович и мать Анисия Ефимовна Кычкины, крестьяне, вели свое бесхитростное хозяйство. Отец Дмитрий Данилович был депутатом Наследного совета депутатов трудящихся. С 1940 по 1944 годы был председателем колхоза «Красный маяк», награжден медалью за доблестный труд, занесен в книгу почета. Каким крупным организатором интенсивного развития производства, отраслей народного хозяйства, культуры республики был Игорь Дмитриевич Кычкин, в нашем фильме сегодня расскажут многие его коллеги и соратники. Писать, тем более создавать киноочерк об Игоре Дмитриевиче Кычкине непросто. Непросто, потому что он был человеком с неординарными взглядами на мир, на людей, на свои поступки. Игорь Дмитриевич был очень дружен со своим братом старшим. Старший на год Игорь Дмитриевич также. Мы его звали или Игорь Дмитриевич первый, или старший. И самое главное, мы желаем вам, дорогой Игорь Дмитриевич, крепкого здоровья в новом году, счастья, радости вам и всей нашей славной семьи. Президент, с семьей своего брата, его женой Богатыревой Марией Афанасьевной и их детьми Юрой и Павлом Игорь Дмитриевич был очень дружен. Он
всегда на охоту брал с собой своих племянников. Но Егор Дмитриевич старший не был особенно охотником. О нем ходили легенды, о его организаторском таланте, пламенном ораторском искусстве. Мне было 45 лет, тогда я работал первым секретарем Усть-Алданского районного комитета партии и только-только начинал познавать азы руководящей партийной работы. В 1990 году я был избран делегатом 28-го съезда партии. Мне было поручено от имени соратников и друзей Егора Дмитриевича, от имени коммунистов Якут-Газпрома взять на себя вопрос восстановления в рядах КПСС Егора Дмитриевича Кычкина. Между заседаниями съезда я дважды побывал в Центральном комитете партии, комитете партийного контроля, у инструктора, курирующего дальневосточные партийные организации. Но не получив никакого положительного ответа, записался на прием к самому Пельше, тогда председатель комитета партийного контроля, член политбюро Центрального комитета КПСС. Арвид Янович очень внимательно выслушал и сразу же сказал: я этот вопрос знаю. Через месяц постановление о восстановлении Егора Дмитриевича Кычкина будет в Якутском областном комитете партии. Егор Дмитриевич Кычкин был очень рад и очень гордился, что все-таки его вернули в ряды партийной организации, и через некоторое время коммунисты Якут-Газпрома избрали его секретарем партийной организации Якут-Газпрома. Среди самых главных вопросов Заречных улусов тогда стояли два вопроса. Это водоснабжение Заречных улусов и газификация. Егор Дмитриевич всегда подчеркивал, вот обязательно надо решить эти два кита. Тогда наши Заречные улусы, где живут более 40% населения народа Саха, будут жить нормальной жизнью. И эти два вопроса с помощью Егора Дмитриевича, Владимира Петровича Ларионова, который тоже эти вопросы считал главными, все-таки сегодня сделано, построен водовод Заречные улусы, и через нашу матушку-реку Лену протянут магистральный газопровод, и сегодня в Мегано-Кангласском районе половина населения уже пользуется газом. Человеческая память – это уникальное творение человеческой природы. Вот я благодаря этой памяти воочию вижу, слышу Егора Дмитриевича во все его годы жизни. Я вспоминаю, как мы познакомились. Я вижу его комсомольским работником, слышу его пламенные речи, его песни боевые, комсомольские. Я вижу его маститым партийным работником, убеленный сединою. Я вижу его семейным, спокойным, степенным человеком, любящим мужем, отцом, дедушкой заботливым. В чем феномен успеха Егора Дмитриевича Кычкина во всех его этапах большой жизни? Это природный ум, организаторский талант, это его фундаментальное образование, высокая ответственность перед народом, партией, комсомолом, общественностью за порученный участок работы. Феномен еще в том, что он умел подбирать людей, окружал себя людьми очень талантливыми, работоспособными, преданными к делу.
Дальше его феномен в том, что он умел дружить, умел доверять людям, умел быть верным дружбе. Прежде чем начать работать, он создал команду боевую, работоспособную. Он дирижировал, координировал работы всех звеньев комсомола. Товарищ Шелепин Александр Николаевич на 13-м съезде комсомола в отчетном докладе похвалил Якутскую областную комсомольскую организацию и персонально его первого секретаря Егора Дмитриевича Кычкина. Это же огромная оценка. Потом 25 человек мы были участниками 6-го Всемирного фестиваля молодежи студентов в городе Москве в 1957 году. Звучит «Здравица Москве, дружбе народа». Солист, народный артист Якутской АССР Гавриил Колесов. Жаль, конечно, что его не было в живых на празднование 90-летия комсомола Якутии, но и его имя звучало всюду во время этих торжеств, и это было заслуженно во всех книгах, которые выпущены в связи с этим юбилеем. Он занимает свое достойное место. Он, как знаете, как факел. Вот посмотрите, Егор Дмитриевич, какие спортивные праздники организовывались у нас в комсомоле. Это целые парады. Это весь город шел и радовался вместе со всеми. И маленькие, и большие, и пожилые. Вы помните наш небольшой стадион? Но ведь он всегда был полон. Поднять животноводство. Это ведь силища какая нужна. Это какой организационный напор с добром, с этим уважением к молодежи, которая идет. А посмотрите, как он себя проявил в промышленности. Это удивительно, как он поднял район. И там опять загудела молодежь. И там ребята пошли на стройки. Это ведь надо какую душу иметь, как любить людей и как любить свой край, свою родину. Что такое комсомол? Это молодость. Что такое комсомол? Это духовность, это вера, что будет страна расти. Это надежда поднять молодежь и повести ее так, чтобы вот такие Егоры Дмитриевичи росли десятками. Эти золотники должны хранимы быть, оберегаемы, потому что за ними тысячи тысяч шли. В Якутии у нас есть люди знаменитые, известные, которые остались в памяти народа надолго. Сколько говорили в Юнском, Кулаковском, были и репрессии, вот, об Амосове, Максима Кировича и так далее. Но народ вот их как-то сумел сохранить в памяти. И вот, хотя и пытались их там вычеркнуть, репрессировать и так далее, но народ их в своей памяти оставил. Тот же Винокуров Илья Егорович, который в годы войны, будучи первым секретарем обкома партии, спас народ от голода. Невзирая ни на что, он заступился за свой народ, и народ благодарен, они и помнили. Вот. Ну и потом выросла другая плеяда. Среди них разные люди были, это можно сегодня говорить, но есть люди, которые остались в памяти. Вот среди них, конечно, выделяется обособленно, ярко, это вот личность Егора Дмитриевича Кычкина. Незаурядная, неординарная личность, вот, сильная личность.
И об этом все знают. В свое время, конечно, он незаслуженно пострадал. Несмотря на все перипетии, сложности жизни, я знаю, что Егор Дмитриевич сохранил свое лицо. Вот. Он пользовался авторитетом среди своих друзей, среди коллег. Но это была очень сильная плеяда вот таких руководителей. Вот, я знаю, вот, назвал Кычкина Егора Дмитриевича, Владимир Павлов, вот, Иннокентий Гаврилович Игнатьев, вот, Тарский Николай Николаевич. Вот, он вместе работали, и он был одним из организаторов спорта, вольной борьбы в республике. Это вообще легенда ходит об этих людях. Кошневы, вот, Кошнев Михаил Пантелеймонович, Попов Мир Николаевич. Но я могу, Бурнашов Роман, могу, вот эта плеяда, и они очень дружили. И вот сейчас я вспоминаю появление Егора Дмитриевича в общественно-политической жизни республики в должности первого секретаря. Он в это бурное время вошел ярко, бурно, темпераментно, своей яркой речью, реформированием работы комсомольских организаций, по-новому поставил работу органов комсомола, поднял авторитет, влияние комсомола во всех делах. После избрания первым секретарем обкома комсомола он короткий период собрал прежде всего свою команду из числа комсомольского актива, друзей, которые действительно имели опыт работы в комсомоле. Тогда вместе с ними работали вторым секретарем Михаил Кошнев, секретарем по пропаганде агитации Мир Попов, секретарем по школе я, и аппарате обкома комсомола, заведующего отделом работы секретаря Курчатова Роман Бурнашов, секретарем горкома комсомола работал Иннокентий Игнатьев, наш друг по физкультуре Николай Тарский и много другие. Вторым моментом было то, что Егор Дмитриевич всегда искал нового в работе. Вот он говорит однажды нам, когда мы проводили секретариат обкома комсомола, давайте возьмем дело направления молодежи в центральное высшее учебное заведение в свои руки. Вышло постановление Бюро обкома партии и Совета министров Якутской АССР о направлении комсомольской путевкой молодежи вне конкурса в центральное высшее учебное заведение страны. Те далекие 50-е годы республики на промышленности, строительстве, транспорте работали из лиц коренной национальности единицы инженерами. Требовалась подготовка, но для этого надо организованно провести. Вот и партийные органы поручили комсомолу дело направления молодежи вне конкурса поручит обкому комсомола. Действительно, ежегодно потом стали направлять 200-300 молодежи. Егор Дмитриевич упорно ставил вопрос перед ЦК комсомола, чтобы открыли вновь Белембол, пионерскую газету. И вот, наконец-то, добились после большого перерыва вот, пионерскую газету республиканскую. Белембол и утвердили первым редактором секретаря Алексеевну Курчатову, работавшую секретарем горкома комсомола. Диелере кибитин болланы ол улахан дегөсе диетете. Онно кергене ти Мария Богатырева бар эте. Ол маманны костол терибите. Оны ол улахан дегөсе, кыры дегөсе кем бар этлер. Онда мен кибиппен кепсетти бит. Оны оттон бу кихи хайдай бите болна диеннер оттон вопрос пере болақтара ди. Бу международное положение, Советский Союз тугуна, нандойду тугуна, нигин ану маны италдар эте бұғлағаты. Мен білгінен кирбінер. Оттон ану барсын әпеттән ішпедім. Онтон боллағына Александр Егорович Лебединеге мінләді ехірттақпын, онна главный инженерді хеджеретім. Онна қалбеті. Тугу Московский институт стали сплавов битерем бар.
Онна кадан фабрика мастер давыта. Антон Саша ол алданга хаджан кергендемите фабрика главный инженер был бутагиннәбите. Антон Киргизия барадыләбите. Онна ол булланы кем Игорь Дмитриевич наркалерет. Постоянно. Но наркапсетевит, оно кене опыттах кихи болан, астах кихи болан, тон балагенен бартын шөйді білер болады. Оны ол капсетер бізер, оны маны бартын сүбәлер еді. Бұл мандық болары шөй бұл өті ден, бұл мандық ден, бұл Тидорафеев алдан золото тұғына деген. Кедіне білгелі әвіттері раттады. Онтон бұл тәрілтәмен 9 сылдағы кәлбеді. Алмаз қостағының сразу латындар бұл бұт, хүбетші бірген. Онтон 2-тігінші жыллағы оларына сразу 5 ұрлатындар бұл бұт. 2 миллион ағыз $100,000 қостауы полақтарына білген бейі 100 миллион қостауы уже. Онны хетті 10 кихіліләуі полағына білген тігінші 200 бейін кихілілер. Аңадда салмас кәрі. Чинчи еріліні бәйбіт китабыт, қостауының бәйбіт китабыт, бәйбіт кіргілі бұт, маңна қораққа, онна Покровскайға, алмаға, онна бәйбіт атылы бұт. Аны тұрын көмес қосту бұт, Нерингеріға. Бұйыл болағына тонна 300 килі көмес қосту атылы. Тұту китабыт. Бәйбіт транспорт бұтынан ғұрусыңын тейбіт, 2 вертолет тақпыт, ұлыстарға көмілі өбіт. Бәйбіт барыс бұтыттан 4 ұлысқа. Анабыр, әдеген, бұлын, өлен. Білім болағына мәйін қаңыласқа депутат болды. Онан болағына ол раз барыс бұтыттан хорғына мәңәлерге беребдеш. Ни один камень, ничто связанное с природой или трудом человека не может сравниться по твердости с алмазом. И все же он, непобедимый, покорился тем, чья профессия – горняк. В семье Кычкиных алмаз покорился 2 горнякам, 2 братьям – Илье и Владимиру. В знак глубокой признательности алмазодобытчики Мирного присвоили одному из крупных кристаллов алмаза имя Илья Кычкин в честь старшего брата Владимира Романовича. За вклад в развитие золотодобывающей и алмазодобывающей промышленности его наградили орденом Ленина. Илья Романович немного не дожил до 47 лет, но он оставил светлую память, память сердца. Он осветил жизнь многих людей, как светит яркое солнце. Хобби же нашего отца – это книги, охота и путешествия. Мы, между прочим, очень много побывали вместе, ну тогда по туристическим поездкам, а позже это он уже и по делам, и так тоже выезжал очень много за заграничные поездки. С детьми же своими он вел себя не как даже отец и учитель. Наверное, скорее всего, вел себя как друг. И вот детей он безгранично баловал. Дети у нас достойные. К семьям они относятся так же заботливо, может, даже больше, чем их отец. Когда закончил институт, он мне сказал: езжай на место, езжай, работай там, и только тогда ты станешь профессионалом, когда пройдешь вот всю эту низовую работу. И поэтому, хотя, конечно, были возможности остаться здесь, в Якутске, где-то поработать в конторах, там, в ведомствах, вот. Тем не менее, он отправил меня на Алдан, где я начал свой трудовой путь. Вот. Сначала машинистом мельниц 4-го разряда, потом мастером. Ну и прошел путь от мастера до заместителя генерального директора акционерной компании «Алдан Золото». Считаю, что он поступил абсолютно правильно, потому что все, что я наработал, мне в жизни уже очень и очень сильно пригодилось. После Алдана я работал в «Алмазах России» Саха. Распоряжением президента был назначен в Комдрагмет в 1995 году.
Вот с тех пор здесь работаю. Ну, на сегодняшний день Комдрагмет — это государственное унитарное предприятие, холдинг уже, потому что в подчинении 28 предприятий, действующих на сегодня. Большой охотник, рыбак, очень любил природу. Ну, они собирались на охоту очень так основательно, уже заранее собирались, да, делали планы там определенные, значит, там закупали там все. И потом выезжали где-то на неделю-две, в тайге жили. Когда был маленький, я тоже просился с ними, хотя осенью достаточно тяжело было, потому что уже учеба была. Но тем не менее, значит, иногда получалось, да, выезжал там. Ну, мама, само собой, как была не очень довольна, что учебу пропускаем, но я думаю, что это тоже необходимо. Узнаешь свой край, природу. У нас очень красивые места в Якутии. Ну, брат в Москве, да, он уже давно уехал, там живет, работает. У него свой бизнес на охоту и рыбалку, ему все это намного проще. Все, что сделано, это в принципе, как бы все это ее идеи, мамины. Первую, да и вторую практически на себе полностью вынесла. Отец всегда говорил, что надо, конечно, заниматься обучением своим. И, конечно, базовое должно быть образование. Ну и дальше надо совершенствоваться, самообучаться. Вот. Поэтому он тоже не останавливался никогда, постоянно читал. Тогда же интернетов не было, он выписывался в журналы, там, газет очень много. Брат, допустим, он уже на сегодня доктор экономических наук. У него там есть ряд работ, и даже учебники есть, по ним люди обучаются. Я кандидат технических наук, защитился в 2001 году. Вот. Тоже не оставил, сейчас дальше работаю уже и над докторской диссертацией. Дети, они закончили, дочь закончила золотой медалью, парень с серебряной медалью школу
Поступили они в Московский государственный университет имени Ломоносова. И на сегодня уже заканчивают и уже думают над дальнейшей своей работой. Ряд предложений у них уже поступал от московских фирм. Ну, она общественной деятельностью занимается, не оставила это. Жизнь, наверное, все-таки оценивается. Тебя люди помнят, какие ты после себя оставил, что-то доброе. Вот, во всяком случае, там, где бываю я, в том же Тампонском районе, вспоминают его, помнят, улицу назвали в Хандыге его именем. Есть там природный резерват «Заказник», названный его именем. В Мегино-Кангаласском районе есть школа в селе Матта, названная его именем. Уже в школе помощь оказываем, поддерживаем. Вот мама очень сильно там их поддерживает. По-моему, передала машину туда, УАЗик, который, вот, когда отцу присвоили звание почетный гражданин Республики Саха, там к этому званию прилагается автомобиль УАЗ. Вот этот автомобиль она передала школе. Ну, когда собираемся, обязательно вспоминаем и охотничьи истории, и вообще в целом истории. Там много чего бывало. Отец был очень такой оптимистичный человек. Егор Дмитриевич был человеком в основном труда. Да мы оба так много работали, что даже встречались очень часто в авиапорту. Как бы «здравствуй», «до свидания», и как бы передавали ключи от квартиры или детей на перекладных. Даже вот такой пример. В Усмаю мы приехали в 1959 году. Он впервые был избран первым секретарем Усмайского райкома партии. И район-то невелик, и он в этом районе мог по 10 дней находиться в командировке именно каждое производство. Обходил, объезжал, и я потом говорю, это уже когда годы прошли, я говорю, как ты мог так оставлять свою молодую жену, да еще беременную, с токсикозом на столько дней? Ох, действительно, какой я был, оказывается, неопытный, безалаберный семьянин. Сельское хозяйство многих районов управляется своим парткомом, промышленность тоже своим парткомом промышленным, но центр в Уснере находился, и мы там оставались с детьми месяцами одни без него. Это уже законно, как говорится. Когда что-нибудь в упрек я говорила, он мне отвечал: ты меня не ругай, я руковожу 8 районами. Ну и на этом, конечно, все прекращалось. Мать, научившая своих детей делать добро бескорыстно, своим личным примером показавшая бережное отношение не только к людям, но и к окружающей среде, родной природе, счастлива и спокойна, потому что ее потомки никогда не осквернят ни словом, ни поступком имя матери. Жена Егора Дмитриевича, Александра Дмитриевна Кычкина, в 1959 году, окончив Благовещенский медицинский институт, с дипломом врача вернулась в родную республику. Она известна как организатор детского здравоохранения республики, отличник здравоохранения, заслуженный врач республики Саха-Якутия, почетный гражданин Тампонского УЛУ, ветеран труда, педиатр высшей категории. Таких женщин, как Александра Дмитриевна Кычкина, воспевают поэты в своих стихах. Вы обязательны, изящны и просты, как музыка, стихи или цветы, а сочетание ума и красоты такие редкие для наших дней черты. Пусть годы бегут и бегут, не беда, пусть рядом здоровье шагает всегда, пусть счастье, как птица, на крыльях летит, а сердце не знает тревог и обид. Не утихает никогда боль и скорбь, ибо не было в стране такого дома, откуда не ушли бы на фронт отец или муж, сын или дочь. Память и преклонение перед народным подвигом
всегда будут с нами в величественных мемориалах и скромных обелисках, в наших сердцах и наших делах. Многие наши земляки прославились как отличные снайперы, бесстрашные разведчики, отважные летчики, танкисты и артиллеристы. Среди них герой Советского Союза, снайпер Федор Матвеевич Охлопков из Тампонского района. Он уничтожил 429 немецко-фашистских оккупантов. Мы, дети и внуки победителей, и сегодня верны заветам наших отцов и дедов. Только дружба народов, их солидарность могут быть гарантией нашего успеха сегодня и в будущем. Когда спрашивали его, как он воспитывает детей, он говорил, а надо все разрешать, то, что запрещает мама. Ну и таким образом дети сейчас очень чтят память отца. И не проходит, наверное, дня, чтобы мы не вспоминали отца и дедушку. Просто обожал своих внуков. Егор Дмитриевич очень любил своих невесток. Да, невестки у нас действительно умные, элегантные, хорошие хозяйки, хорошие жены. Были благодарны с ним, когда больной, он уже лежал, уже даже не ходил, приходили наши дети, наши невестки, и, в общем, с любовью к нему относились. Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить. Так же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси. Только пусто на земле одной без тебя, а ты летишь, и тебе дарят звезды же пусто было на земле, и когда летала Экзюпери. Быстро летит время. Все дальше вглубь времен уходят годы величайших испытаний, невосполнимых горьких утрат, людских страданий, годы невиданного взлета человеческого духа и массового созидательного труда во имя Родины. Звезды ему оттого
но помощи от меня уже большой нет. Единственное, чем я помогаю, это как бы обеспечиваю нормальное питание своим внукам, для чего я ушла на пенсию, когда мои 15-летние внуки поступили в МГУ. Егор Дмитриевич и мой отец Николай Николаевич были очень дружны с самых молодых лет, когда они еще начинали комсомольскую, партийную работу в республике. И моя память об этой дружбе, она начинается где-то с 1959 года, когда они были направлены в Усмайский район возглавить там партийное руководство. И тетя Шура, и мама также были очень дружны между собой, и эту дружбу пронесли до сих пор. Проживая в одном двухквартирном доме в Усмае, они прорубили дверь между двумя квартирами, чтобы не ходить на улицу и вокруг. Настолько доброжелательные, настолько доверительные, настолько откровенные отношения, что никого не убивало, что люди могут ходить, не выходя на улицу, между собой общаться. Это вот такой общеизвестный факт. Но потом моя память может быть продолжена с того, что когда отец трагически погиб в 1962 году, в декабре месяце, то семья Кричкиных в числе многочисленных тогда друзей и товарищей очень горячо сопереживали, очень страдали, очень горевали. Но при этом они не просто эмоционально там что-то расстраивались, они нам с тех пор, и, пожалуй, что до последних дней, лет и до сегодняшнего времени, они постоянно с нами рядом. В 1954 году Николай успешно закончил Государственный Центральный ордена Ленина Институт физкультуры имени Иосифа Сталина. Кычкин Егор Дмитриевич, Тарский Николай Николаевич и Игнатьев Иннокентий Гаврилович, молодые руководители, друзья-соратники, объединили усилия молодежных организаций родной республики к качественному скачку физкультурного движения. Спорт в Якутии стал поистине массовым. Егор Дмитриевич был настолько интересный человек, что с ним никогда не было скучно. Он всегда что-то узнавал, что-то говорил, рассказывал. Комсомольская работа тех лет, в принципе, Кочнев, почему эту книгу люди, ветераны комсомола, ветераны партии попросили перепечатать? Потому что здесь суть отображена той работы, ее эти нюансы. Мы-то ведь поженились, когда ему уже за 30, 31 год пошел, да. И он все говорил, даже жениться некогда было. Вот так, настолько был увлечен работой. А потом, в 1959 году, ему было предложено поехать в Усмаю на партийную работу. Он меня поторопил, и мы поженились, поехали с семьей. Мен Егор Дмитриевичке Томпор районугар самый үгәннән үлели лорар кемигер, райком бастык секретарен үлели лорар кемигер, комсомолга бастык секретареннән талынан үлели хиҗибытым. Егор Дмитриевич мин үлелер кеммер, мин елга бар тусолак бар, үче сабыды олаңор бута. Уйбан бери хеттен беге журналисттар бут союгар берисләтереннән өсыллар гөлләбе ки это комсомол увлечение связано акты сури будет, илтмен кахка, он на завода кахка, буддок хемен Бардяканова кандыгаттан Якутскайга көһөрөн агалан эдер коммунист кахка редактор муракка диян. Турорсы будет Егор Дмитриевич. Он ол жакины кантан бу сылыктан билен мен каханера журналист болоктакмын өтө көрбөтүн бем нахасыгын күнбүгүн. Томпо районугар райком перевес секретарен олоддогуна. Мен депутат пыхытынан выводдашылар бүгүнтө көссүйүгө тийбеппер, онда көссүйүппүт. Томпо кос кинигер олгана томпого бар эте. Онда
Bütün Россия тағыттавай иететін хайыннары тұғынан конференция болақтағыды. Оны меген айрылымынан ол томпаға онна жодың видеоға олар бүккесі бәр бағылайны қылаткыңа өлжетті тария барар болуды. Онна 2 задинni оғырдым. Оны клубиген кергеттәдділер. Оны жа арас уаттары геделянды лампанан сылава көпі сыз еңінден сұруқтары желер үділерер. Тағаттағы пұтыр олық бөхелек жерге түсті қар, мұз қар үділер. 2 таваны тұраран көстілер. Конференция кеттілақтары жол қайып оны оттырар таваларға gələn жақатысқа түс болуттыр әкәден. Бүгінче 979 лаққа Курийска Америка барды бұд. Салаячы бұд Иван Черов. Меген болған ол барар делегация төдден бір ке барар әбіт. Ол испегер келдерен Игордымыз бәйтігер сығыран люкс нөмерге ikкен оларан айыннаты бұд. Бей нөмер біті штаб құрдық болы. Онда жекем наха доян капитаныкта усе бет соқсон тиха ыллан тоян жандар бихамустандар капсан ифсан бага болачы. Он бир группа барыттан бары республикалар күннәре болар. Онда бихик күммит какарас улахан бал төһәр кемигер болан халла. Кехебитен ылла дем болла. Onu bir ariyaların ıllavata, bir sakariyatın, bir nuşçariyatın ıllada. Ja anlara canlar atın delegasyon soğuy maktayı kehibet kola hıttokta. Sırlan var yakurdu çellerin iste. Sette ulahan korakka hıcı öpüt. Amerika yeni yer. Биэһэн 5 сыллааққа күһүн мен институту битерен дүпсүн усалдан дүпсүнүгер учуталлы ырыттақпына күһүн командировка тиэһэджибыта ол тиэһэджан киһим киэһэ муньяк ханнеттаныгын биһиэха колостой олаттаргы уопсайга хонохатан киэһэжа кэпсээннаах болан барда демитреян жоккускеге кирер боллун мен баратын үэһэнэн кэпсэттим да которую играть бупулу, комсомолов комугар пропаганду он агитация делен себе десен солбияшынан ки дахнатанар ден. Очаларга комсомолов комун пропаганда агитация секретаря Попов Мир Николаевич ден да сету хату нюча болата. Иннана мен биям бесаллаха сетенега обкомогол ликир бетим он тоналам онно Комсомол бастака кретәрнән усмая бәнкетен җабир чагылкай бирсте бителе Николай Владимирович Атласов ден бастака кретәрнән өлеләр. Онан мен кылгаста кемгә боллар 2 дәвәт чолу җаңга комсомол халар кемнәргә өлеләбит җаллахпын. Бихан 6 Аллаһка Егор Дмитриевич Кычкин обкомол бастака кретәр бат. Лекені боларын кітті тоқтарас вопростарға үтчаты производствоға ден, промышленностьқа ден, спортқа ден. Очата тарысқа Николай Николаевич верағын бітерен кәлін. Культура спорт делатынан жарықтаныр бұатта. Комсомолы үйір салтан. Партия оласта комитеті комсомол обкомын бастақ көкіретәрі партия Областа комитетин бюрөтүн членинен бюбарданар буатта, ванна Сахасыр Верховный Советин депутатынан бюбарданар ческа тексибеттера. Йонан бе комсомоллар улам өрө таксан өргөйдан испепет. Егор Дмитриевичтен жабы хачаттакка кырогы сомуннак, төлөннак, то комсомолон нукта булуктак болла булу. Бу мантна билеги жоннор кайта өйдүлөрө болла кене
лучше перегнуть, чем не догнуть, ден тыллах болар еді. Работая над фильмом, мы убедились, каким был в действительности Егор Дмитриевич Кычкин, лидер молодежи, преданнейший сын своего времени, убежденный идеолог коммунистической партии. Его неординарный ум, талант руководителя, честность, бесстрашие и просто человеческое обаяние притягивали к нему многих. Об этом рассказывают его друзья, с кем он дружил и работал. Его стержнем была высокая идеология служения своему народу. Егор Дмитриевич сохранил очень добрые отношения, уважительные отношения со своими сватами, с родными и старшей невестки, и младшей невестки. Между прочим, младшая невестка, ну, как они с отцом младшей невестки, как бы их, наших детей, познакомили и создали семью. Это Явловский Никифор Романович и его супруга. В Алдане в командировке находился Егор Дмитриевич, и вот они познакомили своих детей, чем мы все очень довольны. Познакомилась я с ним лично весной 86-го года. Отец мой пригласил Егора Дмитриевича на ужин. И вот тогда я познакомилась с Егором Дмитриевичем. Оказался очень интересный человек. И я вот слушала его с изумлением, все его рассказы. Это было просто такое вот какое-то интересное ощущение такое непередаваемое. Потом, уже познакомившись с Сашей, когда мы поженились, мы с ним часто сидели на кухне, но я что-то там молодая, может, чего-то не умела. Вот он привозил тогда зайца, и я говорила: ой, я это не умею готовить. Он говорил: я тебя сейчас научу, Маринка. И вот мы сидели с ним на кухне, и он мне показывал, как это все делать, все приготовил сам. Он очень любил своих внуков, да, прям такой вот нежной любовью. И вот даже сейчас, по прошествии лет, наверное, нет такого, не то, что, как бы скажем, дня. Мы часто очень вспоминаем, что бы сказал дедушка, вот и с Сашей, и с внуками. Все вот эти вот всякие интересные наши события, разные моменты. То есть такое ощущение, что все равно он с нами. Ну, он вообще-то очень любил своих невесток, относился к ним лучше. Мы вообще к невесткам относимся лучше, чем к сыновьям, потому что понимаем, что они создают нормальную жизнь нашим сыновьям. Но он держался очень достойно, мужественно, с честью. И мы не видели там какого-то забитого, убитого человека, который, значит, согнулся под тяжестью жизненных разных ударов. Наоборот, это был очень стойкий, мужественный человек, очень умный, грамотный. И нам было приятно. Я всегда говорил, что я у него учился всю жизнь, он был нашим наставником. И вот были очень памятные такие встречи, которые часто там у нас бывали. Значит, организатор, как всегда, у нас были старшие товарищи, Егор Дмитриевич, Мир Николаевич, там еще, значит, Мабараков Александр Федорович, заместитель Болонова, вот. Ну и, значит, в эту компанию как-то, значит, оказался и я. В системе «Газпрома» Егор Дмитриевич Кычкин проработал с 1980 года до ухода из жизни после тяжелой болезни. Егор Дмитриевич был одним из первых, кто предложил построить газопровод через реку Лена. В коллективе открытого акционерного общества «Якутгазпром» Егор Дмитриевич был удостоен звания «Почетный работник газовой промышленности». Президент республики Михаил Николаев присвоил звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия».
Это было уже завершающей точкой в гражданской реабилитации братьев Кычкиных, так как через год такого же звания удостоился и старший Егор Кычкин. Также после восстановления в рядах коммунистической партии Егора Дмитриевича избрали секретарем первичной партийной организации «Газпрома». Егор Дмитриевич, минаманны көрбөтімден кебәйі орионугар комсомолга секретарны лилиетсілден республикаға кетілдер, үтчаттар, фестивалларыгар, онна спартакиадаларгар команданы салаян келерім. Онна обком комсомологар кене первый секретар болан тарахын бап просторын бүтінүтін жарықтанара. Онны үгістік көрерім, еккіз көрейім дейін кенені Қабарыскайдағы түкі партийна школаға үйіріне сәлдеммін. Бұл республика орионларын бастығы секретардары кылгас болжақта құруска тейелері, онны бейетіні төмен кәпсетелері, сонуны үлләстелері, ол бәттәқай дейілеті. Үгіз көрсіхи монтон ұла доғырдығы сағыланы еті бар бұта, онны кене Якут Газпром производственный колбовый генеральный директорын сол биячыны үлдиреті. Мен ол кәмге кәбәйі рекомын первый секретарынан, онна ресве председателінен, онтан кәлін он сыл дойды бар район бағылығынан үліләбітім. Ол кәмнерге де бейгі Егор Дмитриевичтен ұлғанлық себәхі тұтан, онна бір саналақ болан бұғағы тігесерігер қайдакелер артығынан өйгі санаға төмірлі бөт. Егор Дмитриевич кірдік бұл вопроска ұлғанлық абаты ердеті. Бұл айылға көк ғағын мейінна олыран тігесерін олықтақтыры тұғамақ олырыттан. Onun iti вопроска Қолабыр республикаға дағаны ити ғылларға кәскелләқ бұлан бұтығы серін ғастағыңа олу суағын кірететі. 27 октября 1967 года, это в 11-12 часу, газ из промышленного протяженностью 264 километра поступил в Якутск. Радость была такая, там и рабочие все, пришел газ. Когда факел зажгли, то, значит, давай друг друга поздравлять. Меня вызвали в обком партии Терентьев, зав. Промышленным отделом. И говорит: Владимир Кузьмич, вот этого мужика надо устроить на работу к тебе. А ты не пожалеешь. Он инициативный, я его давно знаю, как говорится. И вот. Ну, я говорю, хорошо. Я говорю, это самое, Егор Дмитриевич, завтра выходите на работу. Как? Все, прямо приходи в управление. Он появился, я его сразу оформил, но я его оформил заместителем по общим вопросам. Это у него снабжение было, чтобы трассу снабжать всем, как говорится, это. И вот тебе машина, это УАЗик, и ты здесь, чтоб я тебя не видел, и никто не видел, и только был на трассе. Месяца 2, понятно, чтоб о тебе никто и голоса здесь не слышал. И он выполнял работу. Потом все же узнали кое-кто в обкоме партии. Я не буду уже называть, мне говорят: ты что? Мы его на наказание, а ты замом, да еще там машину дал. Я говорю, а вы как хотели? 300 километров, понимаешь, трасса газопровода, мы уже на мостах строили. Я говорю, что ж он будет пешком, что ли, ходить? Вот, надо ж на машине ездить. А потом мотаться надо у людей, с ними разговаривать и как и решать вопросы. Вот. Ну ладно, черт с тобой. А теперь уже вот. Но в 80-м году пришлось нам пережить очень
тяжелые времена. Это был крутой поворот в судьбе Егора Дмитриевича. Скажу так. Во-первых, его сняли с работы, исключили из партии, отозвали от депутатов, когда он был депутатом 6 созывов. 6 созывов, не так-то просто. Теперь в заключение еще предали суду. Гражданский суд. Рассматривали в Покровском суде. Важный гость, председатель Федерации профсоюзов угольщиков Егор Дмитриевич отсюда, из обкома, я сейчас имена не буду называть, хотя я помню, кто это говорил. Сказали: Егор Дмитриевич, прими хорошо, достойно. От этого человека, приезжего гостя, зависело получить или не получить средства на постройку пионерского лагеря стационарного типа в Жебариках по линии угольщиков, укрепить базу профилактория и еще кое-что зависело, поэтому вот такое указание дано устно. Ну, как знаете, партийные органы как скажут, так и получается. Угольщики Жебариков заказали вертолет с тем, чтобы заехать еще куда-то, ну, в лагерь. Около лагеря там бродил медведь, который кушал лагерные отходы. А на Алдане очень поднялась вода и поплыли вот эти самые поваленные деревья. И они полетели. Ну и это несчастье случилось, что заехали на несколько минут, потратили, ну пусть даже 20-30 минут, и отстреляли. В принципе, Егор Дмитриевич не заказывал этого вертолета. Это заказчики были угольщики из Жебариков, но тем не менее, когда они прилетели уже обратно, их ждал уже следователь и инспектор. И всю вину свалили на моего мужа. Ну и завертелось, закрутилось. Это были очень тяжелые времена. Я никак не могла понять, как это так сама партия взрастила этого человека. Из пионеров, можно сказать, в комсомол. Потом в комсомоле 10 лет использовали, 20 лет использовали партии, и настолько суровое наказание. Ведь за одну вину, пусть даже он виноват, можно 1 раз наказать, но никак не 4 раза. Ну хорошо, все это мы смогли пережить. Но тем не менее мы переехали в Якутск, дали нам квартиру, дали нам путевки в санаторий, профилактории. Вот. И на выбор где-то порядка 26-7 мест работы. Алмазы там и так далее, непартийная работа, хозяйственная. «Газпром» выбрали. Ну и не ошиблись. Он там тоже занял свои позиции. Ну а потом все восстановилось. Здесь я должна сказать слова искренней благодарности Михаилу Ефимовичу, который хорошо знал, понимал Егора Дмитриевича, воспринимал его. И полностью реабилитировал, можно сказать, звание заслуженного работника, потом звание почетного гражданина было присвоено Егору Дмитриевичу. А я сказала, ни в какие партии уже вступать не буду и своим детям накажу беспартийными жить проще. Hıllı toğullu bir emetin asfıt. Olgından baran Егор Дмитриевич уғын саналақ кен коғышта халаятчы бұхытынан жолға хан кені анабыт кемегер томпол ұғығыр олыс төлбе оңыр бітіп. Арасия тағыр тұрутуғар
бұл хандығы орола дөксулаты ден. Онна Егор Дмитриевич орбутун дон күскі ғыналықтыр ден. Bir dikkat edin kiheke ütüğünü onunla kihi tolkuydurugar kığı birer duhalakı. Ondan etiye kıhıp olu bir kelin ületitten uhuldutun tuhunan bir iki tılı ulakan akarı bıhı bol butten mehanıvın. Benim kınalıvın dağını onu onduk bol butti hanıvın dağını. Barattinden talanlar. Barat. Народ күйен туттар жондақ болуқта. Федор Матвеевич оқылып көп. Хебескі хойыз героин атын ұлыта бұл хақа народын сетихейді. Бұл Егор Дмитриевич кішкіннақ Федор Матвеевич герой боларығыр үлелерін кехи олыс кегіне ханықтақты. Федор Матвеевич бәті ұлық кехи әпті. О гынамаран бәті кемигер сығын аламатағын әккереттен тұран. Бұл хебескі хойыз героин атын ұлы тұғынан докумону хитеттерен герой атын еңеттері бұл улақан жыл. Онда мейті бопруғы кехи тоғылан әтен. Аны бір бопруғы тоғылан әтен қығып Павловтен хебескі хойыз кемигер Госкомспорт председатель барады. Спорт олотчу жағайырки. Егор Дмитриевич Кычкин дағаны. Иннокентий Гаврилович Игнатьев дағаны. Хақан ұруаты Олимпиадаға баран күттілерін сетихелерге. Мәғын ақпар әме хете өретілді бәккайды. Бәлерін кәмдергер Дмитриев дағаны, Пендигин да, Иванов дағаны. Тулус спортсмен болаларын да Казстан тұран. Хебескі сборна команда теркелдері улақан жыл. Оны мен ханық бар, Егор Дмитриевич, онды вопросыға кие үлелерге. Өтті кен қоғышта жандар ондығын алдар бағыла. Кырағас, үтілақ жандар үтіе кейті қарығына оны тәпсері ақы керелді. Онты төхінен кықтақ, онына төхінен ұрағы көрір кейі болдағаны кықтақ жаны өретардан тахараны. Кығы уақы болы тәпсері. Вот такая у нас система, под которой мы работали, которой мы верили. И я и сейчас не осуждаю, просто рассказываю факт. Потому что многое делалось правильно, особенно по сравнению нынешними видами идеологии, идеологической работы. Так что было, то было. Егор Дмитриевич кіргіні Александр Дмитрия Балтығар Марияны 1976 алтығылаққа кіргінің бұтым. Онтон кенелер 1910 қораққа көген кірбеттірігер онына білсіз бөппет. Егор Дмитриевич кей бұғытынан сразу сөбіләбітім. Ол күрдік кенеләккая, онына сыты өйдөға ханы бағарар коллективка дуғатын тұтар тоқты шөйді ғылыр, жон санатын табар үшігей интерегіне совещание ғата. Дойду, үрдік руководствата кені бұл республикаға бастығы секретар доғына ғығар кандидатура бұғытынан тұруранлар сағылсабания бар бұд. Үйеге бұлас олар ең, Хрущев олар ең алан ол кандидатурата бар баққа тоқтан. Әрелгеті бән, по-моему, кене Томпо Ареком бастығы секретареттен ұратылдан тұрар. Политическай опыта, онна жоны күттағайта өлелерге өретерін өйден қалбықпын. Ол күрдік кене меген мұняққа білімдергер выступленияган білімнен бараңын, бәйен тренировкаланаңын, барытын аған көрін бараңын, қос редакциялан, үшөйдік чөшөйіқтақын ден әтіреті. Кені хуақ мобыды кені керген Александр Дмитриевна специальный понтерінен бұл нәлі осколаты медицинасқа көмені оңырын бар бұда. Онын кені анау премия оқта бұда, осколы олар өрана, 5 премияны. Премия оқтан Егор Дмитриевич тұрабы күнігер, күлін тұтар 6 күнігер
тақсан курук бияга күтүләгә жит болан. Оны китиен осколы коллективин көсүен, олар көтө көсүен кирер. Оны да ана тонна беппә кине бу бе осколы материалны базата мегол күргәс, тәмен бу калган билген о хана менә осколы директорды хинҗи үтем. Манна кине понда татарили дигәр. Онталы да актака кине бу Александр Дмитриевна понда та тамалыйта тaqla хума ана аракым гонда была. Машина белән табидар, вазик машина осколага. Оны да ханан бие ословой бидер. Биле ословой оборудование там комлехан спортивный комплексный тохтары кайхар комплексын берен то бар басин калыны канкы паратын бага берен. Музыканы синтезатор берен. Өсі бір сылай кылаһы он компьютер тағарын комплекті тұран-тұралар. Олынан Александр Егоровичтен. Онталы дәті себәйін білейінде бұспат. Оның етілі қамдас аяқ күйіске барар. Бейін онтан өребеді оны астаны бейін дөңді лақтыра. Нам, якутянам, надо сохранить чувство любви к родине большой и к малой, чувство патриотизма и, главное, чувство дружбы и миролюбия в наших отношениях. Var,